студенты, этнография – одна из исторических дисциплин, которая изучает этногенез, то есть происхождение народа, культуру и быт народа, его традиции, его особенности и так далее. Все то, что связано с живым народным бытом. Этнография – одна из исторических дисциплин, поэтому все этнографы являются одновременно историками. Когда защищают диссертацию, то тоже присваивают самое звание кандидата исторических или доктора исторических наук и так далее. Но кроме этнографии есть еще и другие дисциплины, как, например, археология. Археология изучает культуру и быт первобытных и древних народов по тем останкам, памятникам, которые сохранились с прежних исторических времен. Это, то есть по археологическим остаткам. Поэтому вот первобытное общинный строй, это культура и так далее, эпоха палеолита, неолита, энеолита, бронзовый век, железный и так далее. Все то, что было, вся культура, которая существовала у народов до появления письменности, это все изучает археологическая наука в целом. И, наконец, третья часть исторической науки – это гражданская история. Гражданская история – это те, которые изучают войны, социально-экономические положения и другие вопросы, связанные с живым бытом народа. Одним словом, гражданская история изучает историю народа по архивным документам, которые сохранились именно в обществе и так далее. Археология изучает материальным объектам, которые сохранились от древнего быта и так далее. А этнография просто изучает живой быт и культуру народа. Когда я определился с этнографией, то меня определили аспирантом в Институте истории, археологии и этнографии Академии наук Грузинской ССР. Там я защитил кандидатскую диссертацию под названием «Поселение и жилище осетин». Это было в 1964 году. Потом эта книга вышла отдельным изданием в 1970 году. Вот так и называется «Осетинское народное жилище». Потом мне пришлось работать на докторской диссертации и для докторской темы избрал тему «Народный земледельческий календарь осетин». Это была очень оригинальная и интересная тема, настолько интересная, что после того, как я изучил и исследовал этот вопрос, по моему примеру последовали изучение аналогичных вопросов по другим народам Кавказа, Северного Кавказа. Эту тему «Народный земледельческий календарь осетин» я защитил в качестве диссертации в 1978 году, и через 3 года, в 1981 году, мне присвоили звание профессора кафедры истории. Тогда я работал здесь, в университете нашем. Вот эта книга «Народный земледельческий календарь» мне принесло имя в науку. Книга получила широкое распространение. Издана еще другая книга, это вторая книга по этнографии. Третья книга была «Древнейшие пласты духовной культуры осетин». Такая тема была разработана, в которой я рассмотрел те культы, эти самые верования, которые были у наших далеких предков до принятия христианства мировых религий. Эта книга была издана тоже здесь, в Цхинвале, в 1984 году. И, наконец, когда после окончания президентского срока правления я продолжил свою научно-исследовательскую деятельность, и в последние годы среди других книг была издана еще одна книга, которая называется «Традиционная духовная культура осетин». Она издана очень объемистая, около 600 страниц. Книга она издана и в Москве, и во Владикавказе. Книга пользуется успехом, потому что традиционную духовную культуру сегодня изучают и в вузах, и в средних учебных заведениях, и поэтому спрос на эту книгу был. Оба издания уже разошлись, и, видимо, ставится вопрос о третьем переиздании этой книги. Кроме этнографии, я занимался источниковедением. Мне удалось создать вот эти 7 книг, издать периодическая печать «Кавказ об Осетине». Это направление в науке называется источниковедение. Я изучил и собрал все то, что писали о нашем народе, и печатались на страницах периодической прессы, газетах,
которые появились на Кавказе впервые на русском языке в 1830 году, и с тех пор по 1917 и 20 годы, по установлению советской власти, вот за этот период все, что было, все самое существенное, что было написано на страницах прессы об обычаях, традициях, истории, культуре, обо всем, то, что представляет живой интерес для нашего народа, все эти материалы вошли в состав, были включены в состав вот этих 7 книг под названием «Периодическая печать Кавказа об Осетии и осетинах». Она пользуется очень большим успехом, это издание. Понимаете, я их только собрал и собирал я в труднейших условиях. 30 лет я занимался постоянно этой работой. Первая книга была издана в 1981 году, а последняя книга вышла в 2014 году, 7-я книга. И книга – это просто я собрал чужие материалы, то, что представляет интерес для нашего народа, и потом их обобщил, написал им предисловие, обработал их, написал комментарии, приложения и так далее, составил потом именной географический предмет и другие указатели, вот в таком виде я их издал. И книги, они пользуются очень большим успехом, потому что, понимаете, чтобы для научного работника потребовалось бы именно много времени для их поиска в различных библиотеках. Все стороны жизнедеятельности осетинского народа отражены в этих книгах. Ну, последние годы спрос на них был очень большой, на эти книги, в особенности первые 4 книги стали библиографической редкостью, и поэтому с поддержки Леонида Харитоновича Тибилова были они переизданы в 3 больших томах. Эти книги должны быть в каждом осетинском доме. Хотели издать первые 2 книги и на этом поставить точку, но потом стали поступать такие отзывы о них, что мне просто пришлось, они меня вдохновили на дальнейшую работу, эту работу. В частности, когда вышла 2-я книга, наш знаменитый осетинский писатель Гриш Плиев мне написал письмо, в котором было просто сказано о том, что «Дорогой Людвиг, слезно умоляю тебя, найди и вышли мне 1-й том периодической печати» и так далее. Без этих книг я как без ног и без рук лишен возможности работать. И потом земной поклон мне и тому подобное, и прочее, за то, что я занимаюсь этими вопросами. И таких отзывов об этих книгах больше, чем достаточно. Сегодня мы собрались для того, чтобы просто среди серии лекций, которые я провожу здесь, в нашем любимом университете, я прочитал по истории, по древней истории осетинского народа, по другим вопросам, а по непосредственной специальности, по этнографии, у меня это 1-я лекция. Она называется «Этническая культура осетин. Традиции и инновации». То есть то, что было традиционным в нашей культуре, и те новшества, которые сейчас привносятся в эту культуру. Этническая культура, точнее, традиционно-бытовая культура, многообразна и многопрофильна. Оно понятие объемное и содержательное. Подобно другим народам, у осетин веками вырабатывались традиционные обычаи, обряды, нормы поведения, часть которых, став анахронизмом, ненужным, то есть, перестали отвечать требованиям времени и, изжив себя, стали нашей памятью, нашей историей. Таковы, например, калим, изуродование лица при уходе из жизни близкого человека, обычаи избегания и ряд других традиций прошлого. Другая часть этнических традиций, пройдя через фильтр тысячелетий, дошла до наших дней. Таковы, например, трудовые традиции, обычаи взаимопомощи, почитание старших, уважение к женщине, честь и достоинство мужчине, культура застолья, гостеприимство осетинское и другие, они уже перешагнув через тысячелетия, через тысяч поколений различных и так далее, они дошли до нашего времени. Меня сасир кудбайвары, может быть, я базаходуна ашидесте, архатчасты сванг бахи юнгавтами. Значит, они нужны
обществу, и потому они сохранились. Цель моего занятия заключается в том, что вот те традиции, которые дошли до нас, наше поколение ни в коем случае не должно потерять. Мы обязаны в том же духе их передать следующим поколениям. Они должны сопутствовать жизни осетинского народа до самого его конца. Каждая из перечисленных традиционных норм поведения достойна специального разговора. Однако в этой лекции я сосредоточу свое внимание лишь на этническую культуру осетин, связанную с трудовым воспитанием, трудовыми песнями, обычаями и так далее. То, что связано с трудом. Понимаете, этническая культура очень высокая. Там нужно целые лекции читать, чтобы все эти вопросы охватить. Но давайте сегодня сосредоточим свое внимание именно на то, что связано с трудовым воспитанием. Трудовые навыки и многовековый опыт передаются путем межпоколенных трансмиссий из одного поколения в другое и способствуют стабилизации этнической специфики в данной сфере деятельности этноса, в частности осетин. Семья у осетин имеет глубокие исторические традиции трудового воспитания детей. Фольклорные этнографические источники указывают на большое значение труда и трудовой деятельности человека, воспитание и обучение трудовым профессиям и специальностям, о любви и уважении к труду, к людям труда. Весьма показательно в этом отношении существующие в устно-поэтическом творчестве традиционные сюжеты о трудолюбивом и благородном юноше, да, обычном младшем брате, высокие нравственные и моральные качества, которые импонируют людям. Это все в нашем фольклоре. У горских народов Кавказа в прошлом, в том числе в осетин, бытовал обычай аталичества, иронов амцек, когда знатная семья отдавала своего сына на воспитание в крестьянскую семью. Наряду с умственным и нравственным совершенствованием младенца, воспитание у аталика в первую очередь предусматривало трудовое воспитание мальчика, его физическая закалка. Аталичество было распространено по всему Северному Кавказу и проникло и к осетинам. И смысл аталичества заключался в том, что маленький мальчик, допустим, из алдарской состоятельной семьи, отдавал своего ребенка в крестьянскую семью. С какой целью? Вот, живя он вольготно из себя и так далее, он может избаловать своего сына своим вниманием и так далее. И пусть пройдет вот в этой крестьянской семье вот так называемый детский университет. И тогда, чтобы он стал более мужественным, приучился к труду и более выработать у него хорошие качества, вот с этой целью отправляли его в другую семью. Амцекханди, иронов, аталичество так называемое. И после этого семьи стали очень близкими друг к другу, а когда уже срок аталичества заканчивался, его обучали, как сесть на коня, как там погонять лошади и тому подобное. В основном это было у адыгов, у других народов, но в Осетии тоже получило очень широкое распространение. Это вам один из примеров трудового воспитания. Вот очень умные, дальновидные алдарские семьи отдавали своих детей на воспитание. И потом уже, когда заканчивался срок аталичества, ему дарили коня, и со всеми этими просто торжественно потом этот мальчик уже возвращался в свой отцовский дом. Да, это, думаю, что это был очень прекрасный обычай. Сложной и многообразной была система воспитания детей в осетинской семье. Существовало полувозрастное разделение детей, полувозрастное разделение. Осознание того, что привитие детям трудовых навыков является основой их дальнейшей успешной жизнедеятельности. Привитие им трудовых навыков. И вот поэтому они делились, мальчики воспитывались как-то отдельно, девочки отдельно в осетинской семье. Как же они воспитывались? Начнем с мальчиков. До 3 лет мальчик находился в мире женщин. После 3 лет он уже приобщался к мужчинам. И вот сохранился такой обычай в осетин, как называется цаваккок. До 3 лет с ним уже считался пока совсем маленьким ребенком и так далее, пусть женщина его воспитывает. Когда ему исполнялось 3 года,
то это отмечалось очень торжественно в осетинской семье. Вот этого мальчика одевали с ног до головы в осетинскую национальную форму, шили ему черкеску, давали ему соответствующий там кинжал и все что угодно. В общем, маленький джигит, так называемый, до 3 лет. И потом вместе со своими сверстниками его отводили в ближайшую церковь. В каждом селении имелось ближайшее святилище или посвящение Вастерджи, или Вацила и другому. И к ближайшему, наиболее популярному святилищу отводили. Шли они туда торжественно. И там вместе этот мальчик с собой брал своих сверстников тоже, своих ближайших. И там он получал как бы инициативу торжественно. Уже становился мужчиной. До 3 лет ребенок не котировался. Даже когда умирал такой ребенок, его даже в кладбище не хоронили. Вот так начиналась его мужская жизнь мальчика. Когда в 7 лет и старше мальчики в своих играх уже подражали старшим, имитировали трудовые процессы, которые выполняли старшими, тренировался уже стрелять луком и стрелой, А в праздник Кутуганан был такой праздник у осетин, который меня Кутуганта из хлебных отцедов, и стреляли в них луком или стрелой, и это тоже было своеобразное соревнование, кто более ловко окажется вот в этой самой игре. Соревнование в меткости стрельбе из лука. В 7 лет уже сажали на коня, поручали пасти ягнят и телят и так далее. Уже, одним словом, в 7 лет он начинал заниматься уже мужскими занятиями. В 10-летнем возрасте о мальчике говорили как уже о мужчине. Он уже активно включался в хозяйственные дела, помогал отцу, владел уже конем. Помню, с каким нетерпением мы мальчишки ждали, когда косарь устроит себе отдых. Я воспитывался в селе Низар, я оттуда родом. Хорошо я помню на самом деле. Вот когда начинался убирали пшеницу, ячмень и так далее, и косари работали и так далее на уборке, то время от времени, естественно, это самая тяжелая работа, и они устроили себе отдых. И мы, мальчишки, нам было где-то 7, 8, 10 лет, просили, умоляли каждого отдай мне на время на свою косу, чтобы я покосил. И пока мы они отдыхали, мы иногда косили, это доставляло нам большое удовольствие. Вот так навыками люди приучались к труду. Когда ему исполнялось где-то 13-14 лет, мальчик уже становился помощником отца во всех отраслях именно производства. Вот в этой связи я хочу вам привести один интересный пример. Во время одной экспедиции в верховьях реки Большой Ляхвы в селении Эдес мы приехали и остановились у нашего хозяева, его звали Даниил Мамьев. Когда мы зашли в дом, у входа в дом уже висели 3 косы. Одна большая, нормальная для нормального мужчины, и 2 маленькие косы. Маленькие. Мы подумали, как будто это является игрушечными. И когда мы уже посидели, я спросил Даниила, я говорю, понятно, вот эта большая коса, вам надо сейчас работать этим, а что из себя проявляют эти 2 косы? Оказывается, у него были 2 близнеца, сына, которым было по 13 или 14 лет, точно не помню. А это, говорит, для них. Понимаете, для горца осетина время косовицы является самой ответственной. Даже иногда в селах говорили о том, что осетин, говорит, горец, работает 1 месяц и 11 месяцев отдыхает. Вот как поработаешь во время косовицы, от этого зависело, какая зимовка будет у твоей скотине. А горцы без животноводства не обходились. И поэтому все свои силы направляли на то, чтобы вот этот месяц как таковой максимально использовать. И этот наш хозяин именно подключил в это дело своих маленьких мальчиков, чтобы именно побольше поработать и запастись на зиму. У Кустахи Тагурова тоже есть в известном этнографическом очерке «Особа или быт горных осетин» прямо написано, что и вот такого мальчика уже в 16 лет, когда уже наступал праздник Атенек,
А праздник Атенек, особенно его праздновали в Роке, в Рокском ущелье, в Джумахском и так далее, да, и в других местах, это как начало осени. Тогда начинались осенние работы, то есть косовица. Да, и вот к этому времени 16-летнего мальчика уже торжественно выводили с косой и так далее, давали как мужчину, уже приступая к работе и вступая в ряды настоящих мужчин. Да, он уже имел к 16 годам собственное оружие, и ему шили полный комплект и уже мужской одежды. С этого времени шел период привития необходимых навыков труда после 16 лет. Парни вели активный образ жизни, чтобы прославиться, то лучше эско кайфовал. Чирамбурджани, мужчины старались показывать себя именно в этом деле. До 30 лет парень должен был вступить уже в брак. Умереть холостым было позорно. Вот это слово надо именно всем сегодняшним холостякам, нашим осетинским, надо именно запомнить. Умереть холостяком было очень позорно. А сейчас, к великому сожалению, тысячами насчитывается в Осетии и в Северной и Южной Осетии вместе взятые, которым уже по 40-45 лет и до сих пор еще не женат. В молодых людях ценилось трудолюбие, отвага, честность, соблюдение этикетных норм поведения. Наконец, уже в возрасте от 30 до 45 лет мужчины были сильны уже физически, выполняли самые ответственные трудовые виды работ: пахота, сев, доставка дров, строительство крепостных вооружений и дальше вот эта самая охота. На охоту тоже выходили сами такие выносливые люди, потому что иногда следовало карабкаться по этим горам за этими животными и так далее. Так что самые сильные, вот эта пора с 30 лет по 45 лет, это был самый такой возраст для мужчин. И, наконец, последняя возрастная категория мужчин 45 лет и выше. Они были хранителем всего социального опыта народа, руководили общиной. Непреклонным авторитетом пользовался глава семьи Хистер. До конца 18-го, начала 19 столетия в основном в горах жили большими патриархальными семьями. В некоторых семьях, как писал известный ученый Максим Ковалевский, в некоторых семьях насчитывалось 50, 60 и даже 100 человек в одной большой семье. Когда уже все семейства, допустим, 7 братьев или так далее, жили вместе и составляли очень большую патриархальную семью, большую семью. И вот такая семья ни в коем случае не могла бы ужиться, если бы там не было самая сильная власть главы этой патриархальной семьи. Его возглавлял Хистеллек, и каждое слово этого старшего было обязательно законом для всех членов этой многочисленной семьи. Никто не имел права, если даже он был неправ, возражать этому человеку. Иначе вот представьте себе, и вот эти 7 или 8, иногда 5, 6, 7 заловок, вместе они как-то уже мирились. Можете себе представить? А тогда уже вот такое количество людей, они жили вместе, и братья работали вместе, понимаете ли? В горах надо жить большими семьями. Индивидуальная отдельная семья не может жить в горных условиях. Там нужен коллективный труд, объединение всех усилий вместе и во время охоты, и во время пахоты и тому подобное и прочее. Иначе очень трудно жить в горах. Каждый из этих членов патриархальной семьи, и невестки, и парни и так далее, каждый выполнял определенную работу. А ими, женщинами, руководила старшая среди них Афсин. Эта женская половина беспрекословно подчинялась Афсин, а мужская половина и все в целом именно Хистеллек, Чивиди Ума. Вот тогда же появился и этот обычай Вайсаден. Понимаете, из этих обычаев и традиций ничего случайного не случилось. Все они были востребованы самой жизнью, самой обстановкой. Вот представьте себе, если бы этого обычая Вайсаден не было бы вот такой большой патриархальной семьи, ни один день бы эта семья бы не выдержала. Но потом уже после середины 19 столетия
когда начали распространяться капиталистические отношения и в Осетии в целом, уже часть этих ребят, братьев, кто выходил на садонские рудники, кто уже перевозил там другие работы, выполнял на плоскости и так далее. И поэтому вот эти как бацилли уже проникли в эту большую семью и постепенно стал разлагаться. И со второй половины 19 столетия, в особенности с выселением северных осетин уже в равнинные районы, большая семья стала распадаться, и уже взамен большой семьи пришла уже новая такая индивидуальная малая семья. Ну вот так жили наши мужчины в 19-м до начала советизации Осетии. Как же обстояло дело с девочками? Девочки встречали, очень с какой печалью встречали осетины рождение девочки, это вам хорошо, видимо, известно. Однако, когда уже ребенок появлялся на свет, эта девочка проходила испытания, испытывала весь комплекс именно воспитательных процедур, которые принимались в патриархальном обществе и объединялись в две семьи, семейной и общественной жизни. Воспитанием девочек всецело занималась мать и старшие женщины в большой патриархальной семье, потом и в индивидуальной семье. Ей прививали уважительное отношение к родителям, старшим, относиться к ним со смирением и почтением, исполнять все их распоряжения. Согласно старинным адатам, она не высказывала свои суждения при старших, оказывала им всяческие почести. Одновременно в семье девочек приучали к труду в соответствии с возрастом. Вот когда девочке исполнилось где-то 5 или 6 лет, она выполняла несложные поручения. А с возрастом поручения становились более сложными. К 10-11 годам она уже обособляется от мальчиков, присматривает за младшими братьями и сестрами, ходит с матерью за водой, загоняет скот в хлев, учится играть на осетинской гармонике. Уже в 12-15 лет ее обязанности по хозяйству расширяются. Она уже остерегается мужчин, посещает свадьбы, вечеринки в сопровождении братьев и других родственников. Ни в коем случае девочка одна никуда не должна была выходить. Помогает старшим в рукоделии, в доении коров, и овец, допустим, и уходу за скотом, в обработке молочных продуктов, в приготовлении пищи и так далее. Вот в этом возрасте, с 12 по 15, она была настоящей помощницей своей матери и большой семьи, выполняя все эти работы. В возрасте 15 лет и старше она уже воспринимается как невеста, становится настоящей помощницей матери и старших женщин в большой семье. Ее учат уже месить тесто и печь хлеб, учат шитью золотом, серебром, готовить различные местные тесемки, шнурки для часов, пистолетов и тому подобное и прочее. Вот такие вещи очень были модные. Она уже валяет шерсть, делает бурки, занимается прядением, ткачеством. Эти занятия были настолько важны, обратите внимание, что девушка, не владевшая женским ремеслом и рукоделием, не умевшая играть на гармонике, рисковала остаться засватанной. Когда уже шли разговоры о том, чтобы привести в невесту и так далее, в этом больше всего сезоны истем бары оттактен календаре. И когда мы в Казахстане зага хоендер зона, Ирон фандердер сагдердер зона, авидар аркай календаре, ахам чизгаливди филдер спрос, мы филдер курджета ивниди алхаттер. Ахам чивди чиарасти, ахам костетам ахамна. В целом, до замужества девушка овладевала всеми видами домашнего женского ремесла, всеми разновидностями рукоделия и в нравственном отношении была готова уже к самостоятельной жизни. Вот обратите внимание, вот какую школу проходила девушка для того, чтобы стать уже потом невесткой и матерью для новых детей. Каждая семья старалась тому, чтобы привить все эти качества. Каждому родителю хотелось того, чтобы именно
ее дочь или так далее нашла счастье и вышла удачно замуж. И поэтому все старались учить их. Вот сейчас посчитайте, в дореволюционное время почти процентов 70-80 осетинских девушек, женщин умели играть на фандере. Исторически сложившаяся традиция трудового воспитания детей в осетинской семье была прочным гарантом для подготовки достойной смены нового поколения людей с высоким трудовым навыком. Чем подготовленная была девушка вот в этом вопросе, тем она была благополучнее, когда вот такая девушка уже приходила в чужую семью, обладая всеми этими навыками и так далее, то уже было легче. В силу социально-экономических преобразований многие традиционные виды домашних работ исчезли. Работа детей в современной семье включает самообслуживание, помощь на присадебном участке и тому подобное и прочее. Многие отпали уже, сама жизнь их вывела их. Степень занятости их в домашнем хозяйстве в значительной степени зависит от образовательного уровня родителей, характера их труда, а также от количества детей в семье и ее родственного состава. В трудовом воспитании сельских детей большую роль играет школа, и все же семья в воспитании юношей и девушек сохраняет свое первостепенное значение. Школа играет большую роль и в трудовом воспитании, но все-таки главная семья. Главное формирование личности происходит в семье. Как семья воспитывает своих детей, такими в большей части они и все получаются. В общем, общеизвестный доминирующий роль труда в нашей каждодневной жизни. И вот в дореволюционном прошлом было очень много даже народных песен, которые свидетельствовали об этом коллективном труде. Например, вот если вы откроете хрестоматию по истории, по устному народному творчеству, то там увидите очень много народных песен. И здесь вот и бывали такие трудовые процессы, в которых должны были принимать участие не одна женщина, не два, а целых 10 или даже больше. Например, работая, например, трудовую песню «Онай» исполняли валяющие шерсть для бурки. Валяющие шерсть для бурки. Да. Работа эта была трудоемкой. Выполнялась группой женщин, соседи приглашали на эту работу, родственниц, которые должны были одновременно совершать одинаковые движения руками. И в такт этих движений именно придумывались эти народные песни, и работая эти женщины руками, одновременно исполняли вот эти народные песни. Так что трудовой процесс сопровождал вместе с этими песнями, с припевами. Да, были и другие, вала нагута терашем и тому подобное и прочее. Все трудовые процессы именно сопровождались соответствующими народными песнями. Среди прогрессивных трудовых традиций осетинского народа, которые способствовали трудовому оздоровлению общества, духовному оздоровлению общества, по своей значимости и живучести, особо выдающееся место занимает обычай трудовой взаимопомощи ЗИВ. Слово ЗИВ восходит именно к индоевропейскому прошлому. Например, в памирских языках слово ЗИВ означает охота. И имейте в виду, что поскольку коллективная охота была древнейшим видом коллективного труда, близо значение охота и ЗИВ фактически уже налицо. Очевидно само. В своем первоначальном значении под ЗИВ подразумевалось объединение общинников для взаимопонимания, взаимопомощи при проведении трудоемких полевых процессов. Это был важный институт общественной трудовой взаимопомощи. Суть взаимопомощи сводилась к тому, что по кличу общинника все трудоспособные члены сельского общества шли к ликнувшему для дружной работы в течение дня. Наиболее распространенным видом помощи всегда был так называемый помощь при пахоте. Дело в том, что подавляющее большинство населения не было полностью обеспечено с такими силами, чтобы самостоятельно провести пахоту своих пахотных угодий. У одного не было сахи, дзебер, у другого не было пары валов,
У одного был один вол, у другого другой, второй и так далее. У третьего не было рабочей силы, кто бы помочь. И поэтому человек один не мог произвести, именно вовремя произвести свою пахоту. И представьте себе, пахота имеет вегетативные сроки. Когда наступает период пахоты, то вовремя должен начинать крестьянин его обрабатывать. И бывает какой-то срок. Если после этого срока ты засеешь эти поля и так далее, урожай где-то наполовину, и может быть оказывается еще меньше. Так что все старались вот в эти вегетативные сроки произвести пахоту из всех своих земельных участков. И вот с этой целью объединялись они в пахоте, это в ЦАДИС, так называемый, в союзе. В революционных условиях люди в основном жили своим земледелием и скотоводческими продуктами. И вот если не обработаешь своевременно свои земельные участки, ты обрекаешь свою семью на нищету. Следующий вид помощи – это помощь, которая оказывается соседу, родственнику, односельчанину, который в силу каких-то непредвиденных обстоятельств, допустим, смерть главы семьи, падеж скота, стихийное бедствие, не мог обработать участок земли собственными силами. Можете себе представить, чего только не может случиться, когда человек живет в горах. Бывали такие случаи, что, допустим, свой скот, свою скотину какая-то семья именно повела в то ущелье, потом сошла лавина, и весь скот фактически оказался под лавиной. Семья оказалась, когда в горах у тебя нет животного, самых домашних животных, скотины, чем ты можешь жить в горах в итоге? И в таких случаях что делали? Вот семья попала в беду, нет у них других обстоятельств, семья большая. И собирались в семье, общество собиралось вместе и договаривалось. Один дарили ему теленка, этой семье, другой еще козу, третий чего-то другое и так далее. И совместными силами, это тоже коллективная помощь, и человеку не дали падать, он уже становился на ноги. Вот это много замечательных трудовых обычаев в Осетии, но самый лучший, самый выдающийся среди них является вот эта коллективная помощь, которую оказывали друг другу. Люди были ближе друг к другу, они отношения их тоже были более теплые, более заботливые друг к другу. Сейчас, к сожалению, видимо, время ли виновато или какие-то обстоятельства вот этой взаимной спаянности людей, общества и так далее, к сожалению, я, например, не вижу. Вот в одной статье, что он писал, Костах Этагуров. У него несколько статей, посвященных этому музею. В Моздоке сгорел дом одного, во время пожара пострадали жители. И вот в этой связи он обращается к этим землякам. Вспомните наш лучший традиционный обычай ЗИЛ, как каждый осетин от всей души откликался на нужды другого, не принимая во внимание ни родство, ни своих личных интересов. Даже если были во враждебных отношениях, были в ссоре друг друга, если понадобилось и так далее, случилась беда, они приходили на помощь. Молодежь отправлялась на луга и за несколько часов, покончив покос лишенной рабочей силы бедной семьи, с песнями возвращалась в аули. Молодые женщины, в свою очередь, снимали хлеб с небольшой нивы, нуждающейся семьи. При стихийных бедствиях каждый, не лишенный способности ходить осетин, при малейшей тревоге спешил на месте происшествия и по мере силы возможности помогал пострадавшим, чем как мог. Личным трудом, сеном, соломой, дровами, строительным материалом и прочее. Этот прекрасный обычай раскрывает подлинные чувства товарищества, взаимопомощи. В нем нашли отражение чувства коллективизма и товарищеской солидарности крестьян-тружеников. Лиц, уклонившихся от помощи, практически не бывало. Каждый мог оказаться в такой же беде. Вот сегодня ты скажешь от этого, а завтра может случиться что-то подобное тобой, и к тебе тоже близко не пойдет. Вот такая товарищеская солидарность в этой общине всегда была очень на высоком уровне. В этнографической литературе об осетинах встречается немало примеров бескорыстной помощи нуждающимся семьям со стороны сельского общества. Приведу из них всего два примера. Все-таки это на примерах лучше, еще ярче проявляется значение этого замечательного обычая. Говоря об оказываемой помощи семьям, ушедшим в Первую мировую войну,
В своей статье «Война и Осетия» известный публицист Каргинов в 1916 году в разгар Первой мировой войны писал следующее. По этому обычаю ЗИЛ на жителей всего аула издревле лежит поддерживать существование тех бедняков, вдов, сирот, я цитирую Каргинова, вдов, сирот, дряхлых стариков и старух в ауле, кои собственными силами не в состоянии добывать себе кусок хлеба. Категории этих нуждающихся, беспомощных в аулах Осетии ныне отнесены и семьи ушедших на войну, для коих жители аула совместными силами выполняют все их сельскохозяйственные работы, убирают хлеб, косят сено, пашут и сеют, доставляют топливо и так далее. Благодаря столь организованной общественной помощи в настоящее время семьи ушедших из Осетии на войну обеспечены настолько, что в их хозяйстве не наблюдается почти никакой дезорганизации. Так писал Каргинов именно в 1916 году. Причины подобной солидарности Каргинов верно усматривает в обычае взаимопомощи. Он пишет, этим, между прочим, объясняется и то, что во всей Осетии до сих пор нигде не встретите ни одного нищего на улице, ибо попрошайничество совершенно воспрещается обычаем ЗИЛ, как основанным на чувстве единения, развившемся в народе веками. Вот на самом деле вот это оскорбительное обычай попрошайничества, вот это здорово соблюдали наши осетины. Никогда в Осетии не было такого случая, чтобы у меня могли курагай из Чирасу Пасукана. Время, которое я руководил Республикой Южная Осетия, было одним из самых тяжелых в истории, в новейшей истории нашего времени. Когда не было абсолютно никакой помощи. Единственным, чем можно было нашей большой заботой руководителей республики было то, чтобы не оставить людей без хлеба. Деликатности у нас не было, но хлебом всегда мы могли снабжать. И вот в тот период некоторые люди проникали в Тбилиси, в другие города, и прохода, говорит, не было от этих попрошаек. Бывали случаи даже голодной смерти. Но мы в этот период, это не моя заслуга, это просто наши традиции. Конечно, было очень много очень сильно нуждающихся семей в Осетии, но этого никогда не было, чтобы здесь, в это даже тяжелое время, какого-нибудь попрошайку встретить именно на наших улицах. Был один очень известный грузинский публицист Михаил Кипияни, большой друг Костахи Тагурова. Помните, он на смерть Кипияни даже посвятил специальное стихотворение. И вот он в одной из своих публикаций от Казбека до... В общем, он занимался публицистикой, очень много интересных статей у него. И вот в одной из своих работ он писал: «Нельзя не удивляться, например, тому, что среди осетин вообще ни в Закавказском крае, ни на Северном Кавказе нельзя найти нищего. Этим редким явлением Осетия обязана своим прекрасным обычаям, в силу которых осетины всеми мерами стараются по мере возможности поддерживать своих бедняков, чтобы они ни под каким предлогом не побирались». Второй пример более очень оригинальный, более интересный. Обратите внимание на этот пример. Это приводит известный этнограф Ахсарбек Магометов в своей книге «Культура и быт осетинского народа». Послушайте, что он пишет. В одном из селений пришли в полное разорение дом и хозяйство вдовы с малолетними детьми. Дом ее стал разваливаться, усадьба не была огорожена, некому было обработать пахотный участок. Вдова со своими маленькими детьми. Разумеется, при всей своей крайней материальной нужде она не могла призвать односельчан к помощи. Почему? Когда призывал человек к ЗИЛ, самым главным обязательством этого хозяина было обильное угощение. ЗИЛ фенгельдам хонабатта, разумеется, при всей крайней материальной нужде она не могла призвать односельчан к помощи. И вот однажды, неожиданно, во двор к ней въезжает целая вереница подвод.
гружен их дровами и хворостом. Узнав о том, что сельчане по своей инициативе устроили ЗИВ, вдова пришла в ужас, ведь по обычаю она обязана была их угостить, а у нее не было чем. Но через некоторое время в ее дом вошли и группа женщин, каждая с приношениями для угощения мужей, сыновей, участников этого ЗИВ. Участники взаимопомощи возвели забор вокруг усадьбы из хвороста, отремонтировали дом и привели в порядок все, что требовалось применения физической силы. К концу дня к дому подошла другая группа мужчин, которая обработала, засеяла пахотный участок вдовы. Да. И вот, когда уже все это закончилось, женщины сами приготовили приношение хон, все вместе договорились вместе, пришли и накрыли стол, и угостили своих собственных мужей, братьев и сыновей, и одновременно помогли этой женщине. Вот скажите, пожалуйста, что может быть красивее и лучше этого? Лекцию хочу вот закончить с тем, что вот те замечательные традиции, которые существовали, именно трудовые традиции в нашем народе, их надо сохранить. Они тоже прошли через фильтр тысячелетий, и сейчас тоже они нам нужны. Бог его знает, с какими только обстоятельствами мы можем не встретиться в жизни, или с соседями, или с другими и так далее. Все может произойти. Не обязательно ЗИВ применять относительно самое при строительстве дома и так далее. ЗИВ это то же самое, когда вот рядом с тобой товарищ и чувствуешь, что просто не может встать на ноги без своей помощи. Товарищи, друзья вместе должны объединиться, поддержать этого человека и поставить его на ноги. Вот такое понимание друг друга в обществе у нас должно сохраниться, потому что это лучший традиционный обычай и положительно характеризует народ и его традиции. На этом разрешите закруглить сегодняшнюю лекцию.